В то утро, когда я увидел ее, бредущую босиком по обочине трассы М5 «Урал», в разорванном платье и с лицом, покрытым слоем дорожной пыли, я и представить себе не мог, что смотрю на человека, которого искал всю свою жизнь. На собственную мать. Если хотите узнать, как произошла эта невозможная история, останьтесь со мной до конца, потому что то, что вы услышите, разорвет вам душу. Меня зовут Кирилл Никитич Соколов. Мне 52 года, и больше 30 из них я кручу баранку. Когда я оказался в полном одиночестве на этой бесконечной асфальтовой ленте, я понял, что пришло время узнать, кто я на самом деле в глазах Бога. Но прежде чем продолжить, позвольте мне объяснить, как я дошел до этого момента благодати, изменившего все мое существование. Кстати, если вы слушаете эту историю прямо сейчас, оставьте комментарий со своим именем и городом, откуда вы меня слушаете. Мне нравится знать, что по ту сторону есть кто-то настоящий, потому что этой истории нужны свидетели, чтобы в нее поверили. Это был вторник, начало марта, около 5 часов утра. Я ехал из Самары, груженный зерном, и тянул по М5 в сторону Челябинска. Остановился на «Лукойле», чтобы заправиться дизелем и выпить кофе, и тогда я ее увидел. Старушка лет 70, худая как спичка, шла по самому краю дороги, словно что-то искала. Странно было видеть человека, идущего пешком по этому участку трассы, посреди голого поля, тем более пожилую женщину в одиночестве. Что-то сжалось у меня в горле. Не знаю, была ли это жалость, любопытство или какая-то сила, которую я до сих пор не могу объяснить. Я думал, что смогу нести всю эту боль в себе, что мне не нужна божественная помощь. Как же я ошибался. Я остановил фуру метрах в 50 впереди нее и вылез из кабины. Когда я подошел ближе, то почувствовал в воздухе какой-то сладковатый аромат, будто кто-то пролил сироп из шиповника. Странно, ведь она выглядела грязной и измученной. Когда наши взгляды встретились, что-то внутри меня дрогнуло, словно я узнал родственную душу. «Вам помочь, матушка?» — спросил я, но мой голос прозвучал как-то иначе, с надломом. Она посмотрела на меня своими усталыми глазами и только сказала: «Я сына ищу. Он уже большой должен быть, мужчина сильный». В этот момент мир остановился. Мое сердце заколотилось так, как не билось уже несколько десятков лет. Я не мог оторвать от нее взгляда. Было что-то знакомое в этом лице, изрезанном морщинами, в этом слабом, но решительном голосе. «Как его зовут?» — спросил я почти шепотом. «Кирилл», — ответила она, и по ее щекам покатились слезы. «Кирюша мой, мальчик мой». Теперь я понимаю, что знаки были повсюду с самого начала, но я столько лет предпочитал их игнорировать. Каждая бессонная ночь приближала меня к молитве. Каждый пройденный километр был бессознательным поиском того, чего я, как мне казалось, и не искал. Но я еще не знал, какое чудо вот-вот произойдет. Я закончил вспоминать эту часть встречи, но вам нужно знать, что в тот момент мое сердце было разбито вдребезги. Видите ли, я вырос с мыслью, что мать бросила меня, когда мне было всего 8 лет. Мой дед, Гордей, который был старостой в маленькой евангельской церкви в деревне Лебежье в Саратовской области, всегда говорил мне, что Господь никогда не оставляет своих детей, даже если они оставляют Его. Но когда ты пацан,
И единственный человек, который должен любить тебя безоговорочно, просто исчезает из твоей жизни, трудно поверить в божественную любовь. Я вырос озлобленным человеком, который нашел в дороге способ убежать от боли, что сидела в груди. 30 лет я колесил по всей России, думая, что спасаюсь от воспоминаний. Я проехал по всем областям, познакомился с тысячами людей, но так и не смог заполнить ту пустоту, что чувствовал. Пил, чтобы забыться. Работал до изнеможения. Но каждую ночь, когда я останавливал фуру на ночлег, она появлялась в моих снах. Всегда один и тот же образ. Женщина в синем платье зовет меня издалека, но я никак не могу до нее дотянуться. Я просыпался в холодном поту, с тяжелым сердцем и проклинал Бога за то, что Он позволил мне так страдать. И вот тогда я открыл для себя нечто, что изменило мою душу навсегда. Та женщина на трассе М5 была не просто незнакомкой, просящей о помощи. Когда она произнесла имя Кирилл и заплакала, я увидел в ее глазах ту же печаль, что носил в своих. Словно мы узнали друг друга после целой вечности разлуки. Наконец я понял, что это было не предательство, а призыв к чему-то большему. Бог срежиссировал эту встречу так, как мог только Он. Но в тот момент, стоя на обочине федеральной трассы с этой таинственной женщиной напротив, я еще ни в чем не был уверен. Мой разум кричал, что это чистое совпадение, что в России тысячи Кириллов, что я вижу то, чего нет. Однако мое сердце, то самое сердце, что так давно закрылось для любой возможности чуда, начало биться по-другому. Словно оно пробуждалось от глубокого сна. «Простите за беспокойство», — сказала она, вытирая слезы тыльной стороной грязной ладони. «Я знаю, это должно быть кажется безумием, но я искала его очень долго. Я совершила ошибки, ужасные ошибки. Что-то в том, как она произнесла «ужасные ошибки», заставило меня вспомнить все те разы, когда я сам произносил эти слова, глядя в зеркало. Сколько раз я просил прощения у пустоты, умолял мать, которую считал навсегда потерянной. «Это не безумие», — ответил я, и мой голос прозвучал тверже. «У каждого есть кто-то, кого он ищет». Когда я закончил говорить, мимо с гудком пронеслась фура, подняв вокруг нас облако пыли. Когда пыль осела, я снова посмотрел на нее и испытал самое странное чувство в своей жизни. Словно я смотрел на самого себя через 30 лет, несущего тот же груз, тот же отчаянный поиск искупления. Я думал, что наконец-то близок к истине, но еще не знал, что эта женщина хранит тайны, которые полностью изменят мое представление о предательстве, прощении и божественном промысле. Мне нужно вернуться к началу, чтобы вы поняли, как я дошел до того момента на дороге. Мой дед всегда говорил, что у всякой боли и у всякого исцеления есть свой путь. Сегодня я знаю, что он был прав. Я родился в 1971 году в деревеньке под названием Лебежье в Саратовской глуши. Семья у нас была бедная. Мы жили в скромном домике с большим двором, где мама сажала перец и разводила кур. Ее звали Любовь Дмитриевна.
Имя, которое, как я теперь понимаю, было пророческим. Отец погиб, когда мне было 6 лет, в аварии на грузовике. Я помню его лишь как высокого мужчину, который сажал меня на плечи, чтобы я мог смотреть на деревенские праздники. После его смерти мама совершенно изменилась. Стала молчаливой, отстраненной, будто часть ее тоже умерла. Она работала на консервном заводе, уходила до рассвета и возвращалась, когда уже было темно. Я оставался с дедом по отцовской линии, Гордеем, который был старостой в небольшой евангельской общине. У деда были огромные, мозолистые руки, но это были самые ласковые руки, которые я когда-либо знал. В течение 2 лет именно он по-настоящему меня воспитывал. Учил меня читать Библию, рассказывал истории о чудесах и заставлял верить, что у Бога на мою жизнь есть особые планы. «Кирюша», — говорил он мне, — «ты будешь человеком Божьим, я в этом уверен». Но в 1979 году, когда мне исполнилось 8, все рухнуло. В одно воскресное утро я проснулся, а мамы дома не было. Я искал ее в комнатах, во дворе, спрашивал соседей. Никто ничего не знал. Дед Гордей забеспокоился больше меня. «Наверное, рано ушла», — говорил он, пытаясь меня успокоить. Но когда воскресенье сменилось понедельником, затем вторником, а потом и целой неделей, мы начали понимать, что случилось что-то ужасное. Мы пошли в милицию, но участковый сказал, что взрослые имеют право уходить, если хотят. Дед дал объявление на местное радио, говорил с председателем сельсовета, даже ходил к батюшке в православную церковь. Ничего. Любовь Дмитриевна словно испарилась с лица земли. Именно тогда я начал чувствовать ярость, которую не мог объяснить. Ярость на Бога, на весь мир, на самого себя. Если он был таким всемогущим, как говорил дед, почему он позволил моей матери исчезнуть? Почему оставил меня сиротой дважды? Дед делал все, что мог. Отправил меня в школу, заботился о моей одежде, о еде, пытался заполнить пустоту, что росла в моей груди. Но я был непокорным мальчишкой. Ломал игрушки, дрался с одноклассниками и каждую ночь плакал, зовя ее. «Почему мама меня бросила, деда?» — спрашивал я, и он со слезами на глазах отвечал: «Не знаю, сынок, но Бог знает все, даже то, чего мы не понимаем». Этот ответ приводил меня в ярость. Я хотел конкретных объяснений, а не туманных обещаний от Бога, который казался глухим к моим мольбам. Я начал отдаляться от церкви, ставить под сомнение все, чему учил меня дед. В 16 лет, когда я закончил 8-летку, я принял решение, которое изменило мою жизнь навсегда. Я уехал из Лебежьева в Самару, решив полностью забыть эту деревню и все болезненные воспоминания, которые она хранила. Дед Гордей умер от инфаркта 3 года спустя, в одиночестве, все еще надеясь, что я вернусь. Я в то время работал на продуктовом складе в Самаре, когда получил известие. Я даже не поехал на похороны. Это был первый раз, когда я по-настоящему почувствовал себя абсолютно одиноким в этом мире. Без отца, без матери, без деда. Только я и ярость, что горела огнем в моей груди. Именно в то время я познакомился с дальнобойщиком по имени Валентин, который научил меня водить большие фуры. «Парень», — говорил он, — «дорога — лучший учитель. Она научит тебя быть мужиком». Он был прав, но не так, как я себе представлял. Дорога научила меня быть жестким, независимым, недоверчивым.
Она превратила меня в человека, который ни в ком не нуждался, который носил свою боль в молчании и находил в одиночестве способ защиты. Более 30 лет я жил так, колеся по России, знакомясь с людьми, но никогда ни к кому не привязываясь, всегда боясь, что меня снова бросят. До того самого утра на трассе М5, когда незнакомая женщина произнесла имя Кирилл, и что-то внутри меня пробудилось к возможности того, что у моей истории может быть другой финал. И вот здесь начинается часть, которую мне до сих пор трудно понять. Вы верите в судьбу? В то, что Бог действительно дергает за ниточки, чтобы две заблудшие души встретились после 30 лет разлуки? Потому что то, что произошло дальше, можно объяснить только божественным вмешательством. Скажите мне в комментариях, случалось ли с вами что-то подобное, потому что мне нужно знать, что я не сошел с ума. После смерти деда Гордея мне было 19, и я чувствовал, будто Бог окончательно от меня отвернулся. Это был самый темный период в моей жизни, когда я решил, что если Создателю нет до меня дела, то и мне не будет дела до Него. Я точно помню день, когда я отрекся от веры. Это было августовское воскресенье 1990 года. Я был в Самаре, работал в небольшой транспортной компании. Рядом с общежитием, где я жил, была пятидесятническая церковь, и каждое воскресное утро я слышал через окно пение и молитвы. В то конкретное воскресенье они пели гимн, который дед часто пел мне. «Жив, жив Господь, победу одержал». Слова пронзили меня, как ножи. Я вскочил с кровати с яростью, какой никогда раньше не испытывал. «Жив, жив!» — закричал я в обшарпанный потолок этой жалкой комнаты. «Где он был, когда моя мать исчезла? Где он был, когда дед умирал в одиночестве?» Я схватил Библию, которую все еще возил с собой, ту самую, что дед подарил мне на десятилетие, и со всей силы швырнул ее в стену. Страницы разлетелись по полу, как мертвые птицы. В тот момент я поклялся, что никогда больше не переступлю порог церкви, никогда не буду молиться, никогда не поверю в чудеса. Ярость придала мне странную силу. Я начал работать как машина, брал сверхурочные, копил каждую копейку. Не пил, не курил, не тратил деньги на развлечения. У меня была только одна цель — купить собственную фуру и стать независимым. Валентин, дальнобойщик, который научил меня водить, заметил мою одержимость. «Парень, тебе надо немного пожить», — говорил он. «Работа до гроба доведет». Но я не хотел жить. Я хотел только выживать, зарабатывать деньги и бежать от всего, что напоминало о прошлом. Дорога стала моим светским искуплением. Там я не был брошенным мальчишкой из Лебяжьего. Я был просто Кириллом, надежным водителем, который доставлял груз вовремя. В 1992 году мне удалось взять в лизинг свой первый тягач, старенький КАМАЗ, подержанный, но на ходу. Когда я подписывал документы, я почувствовал горькое удовлетворение. Наконец-то я стал хозяином своей судьбы. Я ни от кого не зависел. Мне не нужно было верить в божественные обещания. Первые годы в качестве частника были тяжелыми. Я спал в кабине, ел холодные бутерброды, мылся на заправках. Но каждая жертва казалась мне победой над покинутостью. Я доказывал самому себе,
что могу справиться один. В основном я ездил между Поволжьем, Уралом и Сибирью. Я знал каждый изгиб, каждую выбоину, каждую придорожную кафешку в регионе. Трасса М5 стала моим домом, моим офисом, моим убежищем. Другие дальнобойщики говорили о своих семьях, о детях, о выходных. Я молчал, сосредоточившись только на дороге впереди. Я начал избегать любых разговоров о религии. Когда другие водители упоминали Бога, я менял тему или уходил. Я оброс броней цинизма, которая защищала меня от любой духовной уязвимости. «На Бога надейся, а сам не плашай», — говорил я, когда кто-то упоминал молитву. «А я себе и сам неплохо помогаю». Но одиночество начало брать свое. По ночам за рулем на пустынных трассах я слышал в шуме ветра знакомые голоса. Иногда это был дед Гордей, говорящий о прощении. Иногда моя мать, зовущая меня. Я тряс головой, делал радио громче и концентрировался на фарах, режущих темноту. Я пробовал заводить какие-то отношения на протяжении многих лет, но ничего не получалось. Я был слишком замкнутым, слишком недоверчивым. При малейшем намеке на то, что человек может меня разочаровать, я сбегал. Я предпочитал одиночество возможности снова испытать боль. Я познакомился с Раей в 1995 году в придорожном кафе под Уфой. Она работала там поваром, и у нее была искренняя улыбка, которая меня обезоруживала. В течение 6 месяцев мы пытались что-то построить. Она говорила о свадьбе, о детях, о будущем. «Кирилл, тебе нужно больше открываться», — говорила она. «Кажется, ты боишься быть счастливым». Она была права. Я до смерти боялся счастья, потому что каждый раз, когда в моей жизни случалось что-то хорошее, я это терял. Поэтому я разорвал отношения, прежде чем она смогла меня бросить. Лучше причинить боль, чем испытать ее самому. После Раи я закрылся еще больше. Я выработал механическую рутину: загрузить товар, доставить товар, поспать, повторить. Я не заводил глубоких дружеских отношений, ни с кем не сближался эмоционально. Так было безопаснее. Годами эта стратегия работала. Я хорошо зарабатывал, был независим, никому не был должен. Но где-то в глубине, в той части души, которую я пытался игнорировать, росла пустота, которую не могли заполнить никакие материальные достижения. Я думал, что нашел идеальную формулу, чтобы жить, не страдая. Я и не представлял, что Бог готовит встречу, которая сломает всю мою защиту и заставит меня столкнуться лицом к лицу именно с тем, чего я больше всего боялся, с правдой о моей собственной потребности в любви и прощении. Между 1995 и 2020 годами я жил как призрак. Может, это звучит слишком драматично, но именно так я себя чувствую, когда оглядываюсь назад. 25 лет пролетели как одно серое пятно, где каждый день был похож на предыдущий. Моя рутина была религиозна в своей монотонности. Просыпался в 4 утра. Умывался ледяной водой, даже зимой, чтобы окончательно проснуться. Крепкий черный кофе без сахара. Проверка колес, масла, воды. Запускал двигатель и давал ему прогреться, пока выкуривал первую сигарету. Да, я начал курить. Не из удовольствия, а по необходимости.
Это был способ заполнить пустоту между одним городом и другим, между одной доставкой и новой загрузкой. Сигарета была моим единственным постоянным спутником. У меня также сложились странные отношения с алкоголем. Я не был запойным пьяницей, но пил систематически. Каждую пятницу после сдачи груза я покупал бутылку водки и пил в одиночестве в кабине. Не для веселья, а чтобы заглушить ту часть себя, которая все еще что-то чувствовала. Другие водители знали меня как Кирилла Молчаливого. Я здоровался. Говорил о фрахтах и состоянии дорог, но никогда о личном. У меня была репутация надежного, пунктуального, но в то же время совершенно неприступного человека. На одной стоянке под Златоустом я познакомился с дальнобойщиком, дядей Колей, который упорно пытался завязать со мной разговор. Ему было лет 60, вдовец, но он всегда говорил о своей жене так, словно она все еще была жива. «Знаешь, Кирилл, — говорил он мне, — думаешь, что забыл, а сердце-то не забывает. Никогда. Каждую ночь моя Катюша ко мне во сне приходит, мы с ней разговариваем. Я слушал с дискомфортом. Сны казались мне излишней уязвимостью. Я предпочитал кошмары, которые мог контролировать, снам, которые могли бы дать надежду. Но дядя Коля все-таки посеял семя. Я начал замечать, что мне и самому постоянно снится один и тот же образ. Женщина в синем платье машет мне издалека. Я бегу к ней, но расстояние между нами не сокращается. Я просыпался в поту, злясь на себя за то, что позволил памяти предать меня. В 2001 году я купил новую фуру, седельный тягач КамАЗ 549 001 синего цвета. Моя гордость. Я думал, что эта покупка принесет мне удовлетворение, но это оказалось лишь временным отвлечением. Через несколько недель это был просто еще один рабочий инструмент. Я начал замечать странные закономерности в своей жизни. Я всегда выбирал маршруты, которые проходили мимо Лебяжьего, но никогда не останавливался в деревне. Я ехал по главной улице, смотрел на дома, искал знакомые лица, но продолжал путь, не сбавляя скорости. Однажды, году в 2005-м, я увидел похоронную процессию у молитвенного дома, где когда-то проповедовал дед Гордей. Я остановил фуру на другой стороне улицы и остался наблюдать. Я узнал несколько постаревших лиц, людей, с которыми общался в детстве. Я почувствовал огромное желание выйти, спросить, не слышал ли кто-нибудь новостей о моей матери. Но паралич был сильнее. Я завел фуру и уехал оттуда, словно спасался от пожара. Той ночью я выпил больше обычного и впервые за много лет заснул в слезах. Технический прогресс начал менять грузоперевозки. ГЛОНАСС, мобильные телефоны, спутниковое отслеживание. Я сопротивлялся этим новшествам, предпочитая свои бумажные атласы и интуицию, выработанную годами. Изменения означали потерю контроля, а контроль — это все, что у меня было. В 2010 году у меня начались первые серьезные проблемы со здоровьем. Высокое давление. Вероятно, вызванное стрессом, сигаретами и одиночеством. Врач в Самаре был прямолинеен. «Вам нужно сбавить обороты, заняться спортом, найти хобби, жить немного». «Работа — мое хобби», — ответил я, но знал, что лгу. Я начал принимать таблетки, но продолжал жить в том же ритме. Работа была моей зависимостью, моим побегом, смыслом моего существования.
Без нее мне пришлось бы столкнуться с пустотой, которую я носил внутри. Примерно в 2015 году я осознал, что старею. Мои рефлексы уже не были такими острыми, зрение ночью ухудшилось, спина постоянно болела. Другие водители моего возраста начали говорить о пенсии, о внуках, которыми можно наслаждаться. У меня не было внуков. У меня не было детей. Меня никто не ждал дома. Моей единственной семьей были фура и бесконечная дорога. И именно в это время сны стали настойчивее. Женщина в синем платье появлялась почти каждую ночь. Иногда она говорила слова, которые я не мог разобрать. Я просыпался с растущим беспокойством, словно должно было произойти что-то важное. Я начал ездить медленнее, больше наблюдать за пейзажем. Замечал детали, которые раньше ускользали от внимания. Клинья птиц в небе, цвета заката, лица людей в деревнях. Словно я пробуждался от глубокого сна. В 2019 году я чуть не погиб в аварии на трассе под Ногинском. Легковушка вылетела на мою полосу, и я в последнее мгновение вывернул руль, улетев в кювет. Я отделался лишь царапинами, но испуг был огромным. Пока я ждал помощи, лежа в траве, я посмотрел на небо и впервые за десятилетия почувствовал благодарность. Я не знал, за что я благодарен и кому. Я просто чувствовал, что меня спасли для какой-то высшей цели. Эта мысль напугала меня, потому что она означала, что я все еще верил в цель, в судьбу, может быть, даже в Бога. Я купил другую фуру и продолжил работать, но что-то изменилось. Я начал здороваться с людьми с большим вниманием, слушать истории других водителей, интересоваться жизнью за пределами моей механической рутины. Я не представлял, что все эти тонкие изменения готовили меня к встрече, которая произойдет несколько месяцев спустя на трассе М5, когда незнакомая женщина произнесет мое имя и полностью разбудит ту часть меня, которую я похоронил 3 десятилетия назад. Знаете, я скажу вам кое-что, на понимание чего у меня ушли годы. Иногда Бог готовит тебя к чему-то великому, заставляя сначала пройти через ад. И если вы смотрите это и еще не поставили лайк этому видео, я призываю вас сделать это прямо сейчас. Давайте, осмельтесь. Спорим. У вас не хватит духу. Или хватит. Поставьте лайк, если верите, что чудеса существуют. Потому что то, что будет дальше, это чистое чудо. После той аварии, в 2019 году, мое восприятие жизни изменилось. Тонко, но глубоко. Словно с моих глаз сняли повязку, позволив видеть вещи, которые я раньше считал просто совпадениями. Первый знак появился через 3 месяца после аварии. Я загружался кормами в Уфе, направляясь в Челябинск, когда остановился на Лукойле, чтобы заправиться. Пока я расплачивался за дизель, я услышал песню по дорожному радио «Эхо любви» Анны Герман. Обычно я бы ее проигнорировал, но в этот раз слова ударили меня как молотком. Мы — вечная нежность друг друга. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, ощущение которого я не испытывал десятилетиями. Парень за кассой заметил мое выражение лица. «Хорошая песня, да?» Моя бабушка всегда плакала, когда ее слышала. Я вышел оттуда встревоженный. Всю дорогу до Челябинска я не мог выбросить эту мелодию из головы. Словно кто-то пытался послать мне сообщение через эту песню.
2 недели спустя случилось нечто еще более странное. Я заканчивал разгрузку на лесопилке, когда из ниоткуда появился мальчишка лет 8. Он очень напомнил мне меня самого в том возрасте. Худой, с большими глазами, в простой одежде. «Вы дальнобойщик?» — спросил он с типичным детским любопытством. «Да, пацан. Мой дедушка тоже был. Он умер в прошлом году». Мальчик говорил с такой естественностью, что мне стало не по себе. «Соболезную», — ответил я, не зная, что еще сказать. «Ничего», — сказал он. «Дедушка говорил, что когда умрет, будет посылать знаки, чтобы показать, что у него все хорошо. Вчера во двор прилетела синяя бабочка. Мама сказала, что это он. Синяя бабочка. Точно как платье женщины из моих снов. Я почувствовал холод в животе, словно вселенная сговорилась, чтобы разбудить меня. С того дня я начал обращать внимание на детали. Повторяющиеся цифры на номерах машин, одинаковые названия в разных заведениях, обрывки фраз, которые я слышал и которые, казалось, складывались в какой-то большой разговор, который я не мог до конца понять. В январе 2020 года, во время доставки в Курган, я познакомился с тетей Раей, женщиной, которая продавала пирожки в палатке у дороги. Ей было лет 75, седые волосы и улыбка, излучавшая доброту. «У тебя лицо человека, который потерял кого-то важного», — сказала она ни с того ни с сего, пока готовила мне обед. Это замечание застало меня врасплох. «Почему вы так говорите?» «Чувствую я так. Я мужа 15 лет назад потеряла и научилась узнавать боль в других». Она помолчала, пристально глядя на меня. Но я также поняла, что тот, кто потерялся, может быть найден. Иногда люди умирают, тетя Рая. «Умереть — это не то же самое, что исчезнуть», — возразила она, протягивая мне пирожки. «Смерть приносит покой. Исчезновение — вечное беспокойство». Ее слова эхом отдавались в моей голове несколько дней. Я начал допускать возможность, что моя мать не умерла, как я всегда считал. Может быть, она была жива, где-то тоже искала меня. Сны стали настойчивее. Женщина в синем платье начала появляться четче, иногда говоря слова, которые я мог понять. «Кирилл, не сдавайся. Я здесь. Ищи меня». Я просыпался с колотящимся сердцем, смесью надежды и страха. В феврале я остановился на ночлег в маленьком городке между Уфой и Златоустом. Была глубокая ночь, и я был один на круглосуточной заправке, когда к моей фуре подошел бездомный пес. Животное было худым, грязным, явно брошенным. Обычно я бы его прогнал, но что-то в его взгляде тронуло меня. Я купил беляш и поделился с ним. Пес ел жадно, словно не ел несколько дней. «Тебя тоже бросили, да, дружище?» — пробормотал я, гладя его по голове. Пес посмотрел на меня своими грустными глазами и вильнул хвостом. В тот момент я почувствовал глубокую связь с этим животным. Мы были двумя отверженными существами, выживающими в одиночку во враждебном мире. Я решил забрать его с собой. Я назвал его Верный, и он стал моим попутчиком. Присутствие этого существа в кабине полностью изменило мою рутину. Я разговаривал с ним, делился едой, заботился о его благополучии. Верный, казалось, понимал мою боль. Когда я становился меланхоличным, он подходил и клал голову мне на колени. Когда я кричал в одиночестве в кабине, он сидел тихо.
просто наблюдая за мной с пониманием. Однажды ночью, когда мы спали на стоянке, мне приснился другой сон. На этот раз женщина в синем платье не была далеко. Она подошла и сказала отчетливо: «Кирилл, готовь свое сердце. То, что ты ищешь, ближе, чем ты думаешь». Я проснулся в 3 часа ночи в поту. Верный смотрел на меня с беспокойством. «Что случилось, парень? Ты тоже это почувствовал?» Пес вильнул хвостом, словно подтверждая: «С того сна у меня появилось странное беспокойство». Я ехал, обращая внимание на каждого человека на обочине, словно искал кого-то конкретного. Верный, казалось, разделял мое беспокойство, настораживаясь каждый раз, когда мы проезжали мимо пешеходов. В марте 2021 года я совершил поездку, которая все изменила. Я вез мебель из Самары в Челябинск по трассе М5. Это был маршрут, который я знал наизусть. Но в этот раз я чувствовал, что что-то будет по-другому. Верный был более возбужденным, чем обычно, скулил, постоянно смотрел в окно, словно что-то искал. «Что такое, друг? Что-то чувствуешь?» На окраине Златоуста я остановился, чтобы заправиться. Пока ждал, я услышал разговор двух заправщиков. «Тут вчера странная старушка появлялась», — говорил один. Спрашивала про дальнобойщика по имени Кирилл. «Кирилл? Фамилию не назвала?» «Нет, не смогла. Сказала, что это ее сын и что она его очень давно ищет». Мое сердце подпрыгнуло. Женщина, ищущая дальнобойщика по имени Кирилл. Это могло быть совпадением, но что-то внутри меня кричало, что это не так. Я быстро расплатился и уехал оттуда с чувством срочности, которое не мог объяснить. Верный был беспокоен, тяжело дышал, пристально глядя на дорогу впереди. Следующие 100 километров я ехал в состоянии полного напряжения. Каждый человек на обочине дороги удостаивался моего пристального внимания. У меня было ощущение, что я вот-вот найду то, что искал всю жизнь. Я не знал, что всего через несколько километров мартовским утром моя жизнь полностью изменится, когда босая женщина в рваном платье появится на трассе М5, ища своего сына по имени Кирилл. После той заправки под Златоустом моя жизнь превратилась в американские горки. Неделями я был одержим подслушанным разговором. Женщина, ищущая дальнобойщика по имени Кирилл. Слова стучали в моей голове, как настойчивое эхо. Я начал осторожно расспрашивать на стоянках, где останавливался. Не видели тут женщину странную, пожилую? Ответ был всегда один. Никто ничего не знал. Или истории были слишком туманными, чтобы быть полезными. Но моя интуиция продолжала кричать, что что-то происходит. Именно в это время я вернулся к практике, которую забросил более 30 лет назад, к молитве. Это не произошло осознанно. Однажды ночью, стоя на парковке у какой-то глухой деревушки под Санта-Аной, я поймал себя на том, что шепчу: «Если ты и правда есть, помоги мне понять, что происходит». Верный лежал рядом, спокойно дыша. Поглаживание его шерсти стало для меня своего рода медитацией. «Что думаешь, парень? Я с ума схожу или что-то и вправду происходит?» Пес поднял голову и посмотрел на меня своими умными глазами. Иногда мне казалось, что он прекрасно понимает, что происходит. Я начал возиться с собой в кабине,
старую записную книжку. Каждый раз, когда случалось что-то странное, я записывал. Дата, место, детали. Это походило на безумие. Но я чувствовал потребность документировать эти моменты. 15 апреля. Кафе «Урал», 147-й километр трассы М5. Работник упомянул женщину, которая заходила вчера, спрашивала про транспортные компании. Сказал, что она выглядела потерянной во времени. 22 апреля. Закусочная у Михалыча. Тетя Маша рассказала, что заходила старушка и искала сына дальнобойщика. Сказала, что имя его Кирилл, и что она совершила страшную ошибку. Каждая запись усиливала мое беспокойство. Словно я собирал гигантский пазл, но все еще не мог разглядеть целую картину. В этот период мои отношения с Богом начали медленно восстанавливаться. Это не было драматическим обращением, а скорее постепенным пробуждением. Я начал замечать вещи, которые раньше проходили мимо. Рассвет, раскрашивающий облака, совершенство скальных образований на Урале, синхронность полета птиц. Однажды утром, по дороге между Уфой и Самарой, я увидел идеальную радугу, перекинувшуюся через все небо. Она была такой красивой, что я остановил фуру на обочине, просто чтобы посмотреть. Верный тоже был заворожен, глядя вверх с приоткрытой пастью. Знаешь, Верный, а может, дед Гордей был прав? Может, и правда есть что-то большее, чем мы, сказал я псу. Но на самом деле говорил самому себе. Я начал вспоминать истории, которые рассказывал дед о чудесах, о том, как Бог действует таинственными путями. Воспоминания, которые я похоронил, всплыли с новой силой. Его мозолистые руки на моей голове, его молитвы перед сном, его непоколебимая вера, даже когда все казалось потерянным. Дед всегда говорил, что у Бога для всего есть свое время, пробормотал я, почесывая Верного за ухом. Неужели это и есть то самое время? Моя духовная жажда росла с каждым днем. Я купил новую Библию в книжном магазине в Самаре. Это был первый раз за десятилетия, когда я взял ее в руки. Когда я открыл ее на первой попавшейся странице, я наткнулся на стих, который дед часто цитировал: «И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Слезы покатились по моему лицу. Верный подошел и лизнул мою руку, словно пытаясь утешить. «Я ищу, парень. Я ищу изо всех сил, что у меня есть». Я начал читать несколько стихов перед сном. Я не все понимал, но слова приносили покой, которого я не испытывал годами. Каждая страница была как разговор с дедом Гордеем, словно он вел меня обратно на путь. Один отрывок особенно сильно затронул меня. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Когда я прочитал это, я почувствовал огромное облегчение. Может быть, исчезновение моей матери не было проклятием, а частью большего плана. В этот период духовного пробуждения сны снова изменились. Женщина в синем платье больше не появлялась издалека. Теперь она шла рядом со мной, говорила о прощении, о вторых шансах, о любви, которая преодолевает любую боль. «Кирилл», — говорила она во сне, — «готовь свое сердце к невозможному. Потерянное будет найдено». Я просыпался от этих снов с чувством ожидания. Что-то великое должно было произойти. Я это чувствовал. Верный, казалось, тоже был более насторожен, словно готовился
к какому-то важному событию. Мой стиль вождения полностью изменился. Я ехал медленнее, наблюдая за всем с удвоенным вниманием. Каждая женщина на обочине дороги привлекала мой пристальный взгляд. Каждая семейная история, которую я слышал на заправках, тщательно анализировалась. Я начал делать ненужные крюки, всегда проезжая по одним и тем же участкам трассы М5. Словно невидимая сила тянула меня в этот конкретный регион. Верный одобрял эти изменения, становясь более оживленным, когда мы сворачивали в этом направлении. В мае 2021 года мне приснился сон, не похожий на все остальные. Я ехал по трассе М5, когда увидел женщину, идущую босиком по обочине. Когда я остановился, чтобы помочь ей, она обернулась, и я впервые отчетливо увидел ее лицо. Это было лицо моей матери, постаревшее, изрезанное морщинами, но безошибочно узнаваемое. В ее глазах я увидел ту же печаль, что носил в своих. Она протянула руку и сказала: «Кирилл, сын мой, пришло время». Я проснулся с бешено колотящимся сердцем. Верный тоже не спал, пристально глядя на меня. Это была она, парень. В этот раз я видел ее отчетливо. Я встал с импровизированной кровати в кабине и подошел к окну. Почти светало, и небо было окрашено в розовые и золотые тона. Я почувствовал глубокий покой, словно все части пазла наконец-то встали на свои места. «Спасибо, Боже!» — прошептал я небу. «Спасибо, что не оставил меня». Верный подошел и прижался к моей ноге, словно придавая мне сил. В тот момент я был абсолютно уверен, что очень скоро моя жизнь изменится навсегда. Я не знал, что через несколько дней, во вторник утром, я, наконец, найду ту босую женщину, идущую по трассе М5, и что она произнесет мое имя так, что разбудит всю боль и всю надежду, которые я хранил 3 десятилетия. А теперь будет самая сильная часть этой истории. То, что моя мать рассказала мне потом, заставило меня усомниться во всем. Простили бы вы 30 лет отсутствия, если бы знали, что это было сделано, чтобы спасти вашу жизнь. Или вы бы затаили обиду за все страдания. Скажите мне в комментариях, что бы вы сделали на моем месте. Потому что я до сих пор задаюсь вопросом, правильное ли решение я принял. Утро 18 мая 2021 года началось как любое другое, но закончилось тем, что полностью изменило мое существование. Я плохо спал, был беспокоен, с ощущением, что вот-вот произойдет что-то монументально важное. Верный тоже вел себя странно с самого утра, тихо скулил, ходил кругами по кабине и настойчиво смотрел на дорогу. «Что такое, друг? Что-то чувствуешь?» Он посмотрел на меня своими выразительными глазами и гавкнул один раз, словно говоря «да». Я выехал из Самары в 4:30 утра, груженный удобрениями для Челябинска. Груз был тяжелый, но маршрут я проделывал сотни раз. На этот раз, однако, каждый километр казался наполненным ожиданием. Около 5:15 я остановился на Лукойле на 358-м километре, чтобы заправиться. Верный вышел со мной, что было необычно. Обычно он ждал в кабине, но в то утро он настоял на том, чтобы пойти со мной.
Заправщик, молодой парень по имени Тимофей, поприветствовал меня. «Доброе утро, Кирилл Никитич. Рано сегодня». «Всегда рано», — ответил я, наблюдая, как Верный с жадностью втягивает носом воздух. «Мой напарник сегодня какой-то возбужденный. Собаки чувствуют то, чего мы не чувствуем», — заметил Тимофей, начиная заправлять фуру. «Вчера тут женщина странная проходила. Мой сменщик сказал, что она спрашивала про дальнобойщика. Ее собака вела себя точно так же, беспокойно». Мое сердце подпрыгнуло. «Женщина? Какая женщина?» «Старушка, лет 70. Была немного не в себе, знаете. Спрашивала, не знаем ли мы какого-нибудь Кирилла, который дальнобойщиком работает. Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. И вы знали? Мы многих знаем. Есть Кирилл Сидоров, Кирилл Петров, Кирилл Батурин, усмехнулся Тимофей. Но она сказала, что это какой-то особенный Кирилл, которого она очень давно потеряла. Я быстро расплатился и вернулся в фуру с дрожащими руками. Верный запрыгнул в кабину и прижался к окну, пристально глядя на дорогу впереди. «Она где-то здесь, да, парень? Ты ее чувствуешь?» Верный вильнул хвостом один раз, подтверждая мою догадку. Следующие 50 километров я ехал в состоянии максимальной готовности. Каждый поворот, каждый холм, каждый прямой участок дороги удостаивался моего пристального внимания. Верный оставался прижатым к окну, как часовой на посту. Когда мы подъехали к 410-му километру, недалеко от небольшой деревни под названием «Новая жизнь», Верный начал тихо лаять. Это был звук, которого я от него никогда не слышал. Это была не тревога, а узнавание. «Что такое, друг?» Я посмотрел в том направлении, куда он указывал, и увидел вдали фигуру, идущую по обочине дороги. Издалека это выглядело как обычный пешеход, но что-то заставило мое сердце подпрыгнуть. Я постепенно сбавил скорость. Фигура становилась все четче. Пожилая, худая женщина, идущая босиком. На ней было выцветшее и рваное синее платье. Седые волосы растрепаны ветром. Верный практически дрожал от возбуждения. Он гавкнул один раз громко и четко, словно объявляя о чем-то важном. Когда я подъехал на расстояние около 200 метров, женщина остановилась и обернулась в мою сторону. Даже издалека что-то в ее манере двигаться, в том, как она держала плечи, показалось мне знакомым. Я остановил фуру на обочине метрах в 50 от нее. Мое сердце колотилось так громко, что я его слышал. Верный выскочил со мной, но остался у фуры, словно понимая, что этот момент требует деликатности. Когда я подошел ближе, я смог отчетливо разглядеть ее лицо. Оно было изрезано морщинами, обожжено солнцем, но в ее глазах было что-то, что я знал очень близко. «Вам помочь, матушка?» — спросил я. Мой голос прозвучал более хрипло, чем я ожидал. Она посмотрела на меня с такой силой, что пронзила меня насквозь. Ее глаза мгновенно наполнились слезами. «Ты», — прошептала она, прижимая руку к груди, — «тебя зовут Кирилл». Мир остановился. Буквально остановился. Я почувствовал, как время замерло вокруг меня. Я Кирилл». Она разрыдалась, закрывая лицо руками. Боже мой, после стольких лет что-то внутри меня узнало этот голос. Не слова, а тембр, мелодию,
То, как она произнесла мое имя. Словно спящая часть моей души внезапно проснулась. «Я ищу своего сына», — сказала она, убирая руки от лица. «Его зовут Кирилл. Ему сейчас должно быть лет 50. Он должен быть сильным, работящим мужчиной». Мое зрение начало затуманиваться. «Как? Как его фамилия?» «Соколов. Кирилл Никитич Соколов. Ему было 8 лет, когда я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Ее слезы теперь текли свободно. Он жил в Лебяжьем со своим дедом. Я его бросила. Мои ноги подкосились. Буквально подкосились. Я упал на колени на красную глину обочины, глядя на эту женщину, которую я бессознательно искал 30 лет. «Мама!» Слово вырвалось, как стон. «Мама! Это ты?» Она посмотрела на меня с выражением полного шока. «Кирилл, мой Кирюша». Верный подбежал и встал между нами, яростно виляя хвостом, словно празднуя. «Это я, мама. Это я». Сумел я подняться, но мой голос был полностью сломлен. Она протянула дрожащую руку и коснулась моего лица. «Сын мой, мальчик мой, как ты вырос». Ее прикосновение пробудило воспоминания, похороненные десятилетиями. Я вспомнил запах ее кожи, текстуру ее рук, то, как она гладила меня, когда я был ребенком. «Я искал тебя всю жизнь», — сумел я сказать. «Я думал, ты умерла. Я тоже тебя искала», — ответила она, плача. «Каждый день. 30 лет. Каждый божий день». Верный гавкнул один раз, словно напоминая нам, что это священный момент. Там, на обочине трассы М5, под утренним солнцем, мать и сын воссоединились после 3 десятилетий разлуки. Но я еще не знал всей правды. Я еще не понимал, почему она исчезла. Где она была все эти годы? И как она оказалась на этой дороге именно в тот момент, когда я проезжал мимо? История только начинала раскрываться. После первого шока от узнавания в моей голове начал роиться ураган вопросов. Мать и сын нашлись, но мне нужно было понять, как это возможно. Где она была 30 лет? Как она сюда попала? Почему она исчезла? Я помог матери подняться в кабину фуры. Она была слаба, истощена. Ее одежда говорила о том, что она уже давно живет в ужасных условиях. Верный немедленно свернулся у ее ног, словно инстинктивно узнал ее. «Мама, сначала нужно привести тебя в порядок», — сказал я, включая кондиционер, чтобы охладить кабину. «Ты в порядке? Тебе что-нибудь нужно?» Любовь Дмитриевна, теперь я полностью вспомнил ее имя, нежно коснулась моей руки. «Мне нужно только поговорить с тобой, сынок. Только попросить у тебя прощения». Я остановился в придорожном кафе километров через 20. В маленьком магазинчике при нем я купил ей чистую одежду, позволил принять душ и поесть. Пока ждал, я позвонил своему диспетчеру и отменил рейс, сославшись на срочные семейные обстоятельства. Семейные обстоятельства. Впервые за десятилетия у меня действительно была семья, столкнувшаяся с чрезвычайной ситуацией. Когда она вышла из душа, она была неузнаваема. Чистая, в новой одежде, она, казалось, вернула себе часть достоинства.
Но в ее глазах все еще жила глубокая печаль, словно она хранила тайны, слишком тяжелые для одного человека. «Теперь расскажи мне, мама, что произошло в то утро в 1979 году?» Она глубоко вздохнула. «Кирилл, тебе будет трудно в это поверить. Я и сама иногда сомневаюсь, что все это было на самом деле. Постарайся объяснить. У меня накопилось 30 лет вопросов. В то утро я, как обычно, пошла на работу, но по дороге на завод меня перехватили двое мужчин. Сказали, что я должна деньги одному ростовщику, что твой отец оставил долги». Она сделала паузу, ее руки дрожали. «Я ничего об этом не знала. У папы были долги?» «Очевидно, да. Он играл в карты, ставил на петушиные бои, вещи, о которых я никогда не догадывалась». По ее щекам снова покатились слезы. «Мужчины сказали, что у меня есть два варианта — заплатить долг или они причинят тебе вред». Я почувствовала, как по спине пробежал холод. «Они угрожали навредить тебе. Сказали, что знают, где ты учишься, что поймать ребенка по дороге в школу проще простого, что они сделают ужасные вещи, если я не заплачу». Она закрыла лицо руками. «У меня не было таких денег, Кирюша. Это было 1000 старых рублей, целое состояние для меня. 1000 рублей. Сумма, на которую сегодня и бутылку водки не купишь, но которая в 79 году равнялась нескольким месяцам работы для бедной женщины». «Тогда они сделали предложение», — продолжила она. «Сказали, что я могу отработать долг, что это всего на несколько месяцев, а потом я смогу вернуться домой». «Что за работа?» — она отвела взгляд. «Работа, на которую соглашается отчаявшаяся женщина, когда у нее нет выбора. Работа, за которую мне стыдно по сей день». Я начал понимать. «Мама, тебя заставили?» «Они увезли меня в Одессу. Сказали, что через неделю я смогу вернуться, что это только чтобы отработать долг. Но когда я туда приехала, я поняла, что попала в ловушку. Выхода не было. Мое сердце разрывалось. Моя мать не бросила меня. Ее похитили. Заставили заниматься проституцией, чтобы защитить мою жизнь. Почему ты не обратилась в милицию?» Я пыталась несколько раз. Но у них везде были свои люди. Каждый раз, когда я пыталась сбежать, они меня находили и возвращали. Говорили, что если я буду упорствовать, они убьют тебя. Она продолжала рассказывать о последующих годах. Пленница в схеме сексуальной эксплуатации, переезжающая из города в город, всегда под наблюдением, всегда под угрозой. Когда мне, наконец, удалось сбежать в 1985 году, ты уже уехал из Лебежьего. Я вернулась в наш дом, но вас там уже не было. Соседи сказали, что твой дед умер, а ты уехал. Никто не знал, куда. Я уехал в Самару. Следующие годы я провела в поисках тебя. Я объездила все города Поволжья и Урала. Спрашивала в церквях, в больницах, в школах. Никто не знал о Кирилле Никитиче Соколове. Я старела на улицах, выживая на случайных заработках. Всегда в поиске, всегда в надежде. У меня начались проблемы с головой из-за пережитого. Я лежала в больницах, но никогда не отказывалась от мысли найти тебя. Как ты узнала, что я дальнобойщик? 2 года назад на автовокзале в Уфе я услышала разговор 2 мужчин.
Один из них упомянул дальнобойщика по имени Кирилл Соколов, который ездит по маршруту между Самарой и Челябинском. Мое сердце подпрыгнуло. С того момента я начала бывать на трассе М5, расспрашивая о тебе. Ночевала в приютах, получала еду от добрых людей, но всегда возвращалась на дорогу. Всегда искала. Вчера на заправке, где ты останавливался, парень сказал, что ты всегда проезжаешь утром. Я решила идти пешком в том направлении, откуда ты должен был ехать, молясь, чтобы Бог свел наши пути. Верный, который все это время молча слушал, подошел к ней и положил голову ей на колени, словно он понимал, что она тоже израненная душа, нуждающаяся в заботе. «Мама, почему ты не попыталась найти меня через транспортную компанию?» «Я пыталась, сынок. Но мне сказали, что не могут давать личную информацию о сотрудниках, что такова политика компании. На протяжении всего разговора я испытывал противоречивые эмоции. Облегчение от того, что наконец узнал правду, ярость за потерянные годы, печаль за страдания, которые она перенесла. Но прежде всего я чувствовал безмерную благодарность за то, что мы живы и вместе. «Ты простишь меня, Кирилл?» — спросила она с глазами полными слез. «Мама, здесь не за что прощать. Ты была жертвой, а не виновницей. Но я не должна была выходить из дома в то утро. Я должна была найти другое решение. Ты сделала то, что сделала бы любая мать, чтобы защитить своего ребенка. Ты пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти мою». В тот момент я понял, что Бог срежиссировал эту встречу идеально. Все знаки, все сны, все беспокойства, которые я чувствовал в последние месяцы, все это было подготовкой к этому моменту. Но впереди было еще много нерешенных вопросов. Где она будет жить? Как мы восстановим наши отношения? И главное, как я справлюсь с 30 годами неправильно направленной ярости. Выслушав всю историю моей матери, я почувствовал, будто познакомился с совершенно другим человеком. Не тем, которого представлял себе на протяжении 3 десятилетий. Женщина, которая эгоистично бросила своего сына, никогда не существовала. Вместо нее была героиня, пожертвовавшая всем, чтобы защитить того, кого любила больше всего. Но по мере того, как проходили дни, начали всплывать другие истины. Истины, которые заставили меня усомниться во всем, во что я верил, о силе, стойкости и выживании. Я привез мать в гостиницу в Уфе, где она могла как следует отдохнуть. Верный не отходил от нее ни на шаг, словно зная, что ей нужна защита. Первые 2 дня она спала почти без перерыва, будто ее тело наконец-то позволило себе отдохнуть после многих лет напряжения. На 3-й день, когда она проснулась более отдохнувшей, она начала раскрывать детали, которые опустила в начале. Детали, которые заставили меня понять всю глубину ее страданий. «Кирюша, мне нужно рассказать тебе о годах, которые я провела, пытаясь вернуться домой», — сказала она, сидя в кресле в номере и гладя Верного. «Не только плен разрушил меня. Разрушило то, что случилось потом». Она объяснила, что когда ей наконец удалось сбежать в 1985 году, она уже не была прежней. Травмы раздробили ее разум, вызывая периоды помутнения рассудка и глубокой депрессии. Иногда я просыпалась, не зная, где нахожусь, не помня собственного имени.
Но я всегда помнила тебя. Всегда. В первые годы после побега ее несколько раз помещали в психиатрические больницы. Некоторые врачи говорили, что она никогда полностью не восстановится, что ей придется смириться с жизнью с ограничениями. «Но я не могла смириться», — продолжила она, «потому что если бы я сдалась, я бы отказалась и от тебя». Она узнала, что мужчины, которые ее похитили, Викториан и Мельхиор, были частью более крупной сети эксплуатации, действовавшей в нескольких республиках. Когда она пыталась заявить на них, местные власти, казалось, неохотно проводили расследование. Годы спустя она узнала, что некоторые милиционеры тоже были замешаны. Я боялась много говорить, Кирилл. Боялась, что они все еще могут найти тебя и исполнить свои угрозы. Это откровение потрясло меня. Моя мать десятилетиями носила в себе этот ужас, всегда оглядываясь через плечо, всегда боясь, что ее прошлое настигнет меня. «Мама, эти люди еще живы?» «Я не знаю. Некоторые умерли, других арестовали, но организация была большой». Она помолчала, глядя в окно. «Поэтому я так долго не искала тебя открыто. Я боялась подвергнуть тебя опасности. Я начал понимать, что наше воссоединение — это не только вопрос восстановления семейных уз. Были юридические, психологические и даже вопросы безопасности, которые нужно было решать. Во время нашего разговора она упомянула нечто, что повергло меня в глубокий шок. Твой дед, Гордей, он знал часть правды. Как? Перед смертью он искал меня. Ему удалось узнать, в какой больнице в Челябинске я лежала. Он приезжал ко мне несколько раз. Я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Дед знал, что ты жива. Знал. Он пытался убедить меня вернуться. Говорил, что ты нуждаешься в матери. Но я была слишком больна, слишком растеряна. Я думала, что буду для тебя обузой. Слезы начали катиться по моим щекам. Дед Гордей умер, храня эту тайну, защищая и меня, и ее. Он заставил меня пообещать, что однажды, когда я почувствую себя лучше, я попытаюсь найти тебя. Он сказал, что Бог показал ему, что наши пути снова пересекутся. Почему он мне никогда не говорил? Потому что ты был зол, сынок. Он знал, что если бы ты узнал правду в тот момент, ты бы наделал глупостей. Попытался бы найти меня. Попытался бы отомстить тем людям, которые это сделали. Он был прав. В 19 лет полной ярости и импульсивности я, вероятно, сделал бы что-то, что подвергло бы нас обоих опасности. Дед сказал, что подождет, пока ты повзрослеешь, что будет молиться, чтобы Бог подготовил твое сердце к принятию правды в нужный момент. Я начал понимать, что даже после смерти дед Гордей продолжал заботиться обо мне. Его непоколебимая вера организовала защиту, которая простиралась на десятилетия. «Мама, у тебя есть какие-нибудь документы, какие-нибудь доказательства того, что случилось?» Она открыла старую сумку, которую носила с собой, и достала пожелтевший конверт. «У меня есть некоторые бумаги из больницы, несколько старых фотографий. И вот это». Она протянула мне сложенный в несколько раз листок бумаги. Когда я развернул его, я увидел страницу из дневника, написанную дрожащим почерком. 15 марта 1979 года. Моему Кирюше вчера исполнилось 8 лет. Я не смогла подарить ему подарок, потому что я далеко.
Но я молюсь каждый день, чтобы он рос сильным и здоровым. Однажды я вернусь и все объясню. Однажды я попрошу прощения. Там были десятки похожих страниц. По одной на каждый мой день рождения, который она пропустила. Письма, никогда не отправленные, записанные молитвы, задокументированные надежды. Я писала тебе каждый год, сынок. Это был мой способ не забыть, поддерживать надежду на воссоединение. Читая эти слова, я осознал, что пока я превращался в озлобленного человека, она поддерживала пламя материнской любви. Пока я богохульствовал, она молилась о моей защите. «Мама, это я должен просить у тебя прощения». «Прощения? За что?» «За то, что перестал тебя искать. За то, что поверил, что ты меня бросила. За то, что провел годы, ненавидя тебя». Она крепко взяла меня за руку. «Сынок, ты был ребенком. Ты не мог знать. Я ни в чем тебя не виню». В тот момент я понял, что прощение — это не только то, что я должен был дать, но и то, что я должен был получить. Прощение от Бога, прощение от нее и, главное, прощение от самого себя. Верный, который все это время сидел тихо, подошел и положил голову мне на колени, словно хотел напомнить мне, что, несмотря на всю раскрытую боль, теперь мы вместе. «Что нам теперь делать, мама?» «Теперь мы будем учиться снова быть семьей. Медленно, с терпением, с большой любовью». Я посмотрел на нее, на верного, на разбросанные по столу письма. Впервые за 30 лет я почувствовал, что у меня есть настоящий дом. Это было не физическое место, а духовная связь, которую ни время, ни расстояние не смогли разрушить. После того, как все откровения были высказаны, наступил самый сложный момент — встреча с собственной душой. Несколько недель мы оставались в той гостинице в Уфе, где я начал перерабатывать десятилетия неправильно направленной ярости, обиды и веры, разрушенной отчаянием. Моя мать восстанавливалась физически, но я понимал, что сам столкнулся с глубоким духовным кризисом. Все убеждения, которые я выстроил вокруг покинутости, одиночества и самодостаточности, рушились под натиском реальности. Однажды я проснулся перед рассветом и пошел гулять по улицам города. Верный молча сопровождал меня, словно понимая, что мне нужно пространство для размышлений. Мы вышли на небольшую площадь, где стояла старая церковь. Я остановился перед зданием и почувствовал острую необходимость войти. Церковь была открыта. Горело несколько свечей. Воздух был пропитан миром, которого я не чувствовал много лет. Я сел на последнюю скамью и впервые за 3 десятилетия честно поговорил с Богом. «Я был неправ», — прошептал я. «Во всем был неправ. Насчет матери. Насчет того, что она меня бросила. Насчет того, что ты меня забыл». Верный лег у моих ног, словно поддерживая меня в этот момент полной уязвимости. «Дед Гордей всегда говорил, что у тебя есть план». Я думал, это старческие разговоры, но он был прав. «Ты ведь никогда меня не оставлял, правда?» Я заплакал прямо там, перед простым алтарем этой провинциальной церкви.
Это были не слезы печали, а слезы облегчения. Словно с моих плеч сняли груз десятилетий. Спасибо, что защищал мою маму все эти годы. Спасибо, что сохранил ей жизнь, пока мы не смогли найтись. Спасибо, что не отказался от меня, хотя я отказался от тебя. Когда я вернулся в гостиницу, мать уже не спала. Она читала ту самую старую Библию, которую я купил. «Ты выглядишь по-другому», — заметила она. «У тебя глаза стали светлее». Я сегодня утром говорил с Богом. Впервые за 30 лет. Она улыбнулась, и впервые в этой улыбке я увидел ту самую женщину, которая баюкала меня, напевая псалмы, когда я был ребенком. Твой дед всегда говорил, что ты вернешься на пути Господни. Он так в это верил. Мама, мне нужно задать тебе один трудный вопрос. Задавай, сынок. Ты можешь простить меня за то, что я перестал искать, за то, что стал черствым, закрытым человеком, за то, что потратил годы, будучи несчастным, в то время как ты страдала гораздо больше. Она положила руку мне на лицо, точно так же, как делала, когда я был маленьким. Кирюша, здесь не за что прощать. Ты был ребенком, который вырос, не понимая, что произошло. Ты реагировал единственным известным тебе способом. Но я отвернулся от Бога, мама. Я оставил веру, которой учил меня дед. И все же Бог никогда не оставлял тебя. Посмотри, как Он устроил нашу встречу. Посмотри, как Он готовил тебя к этому моменту. Она была права. Все знаки последних недель, все духовное беспокойство, которое я чувствовал, даже спасение верного, все было частью большего плана. Мама, что нам теперь делать? Как нам восстановить 30 потерянных лет? Не потерянных, сынок. Сохраненных. Сохраненных Богом до нужного момента. Мы решили, что она будет жить со мной. Я купил небольшой домик в пригороде Самары, недалеко от транспортной компании, где я работаю. Ничего роскошного, но уютный, с двориком для верного и уголком, где она могла бы разбить свой огородик. Процесс адаптации был непростым. У нее все еще были последствия травм, приступы тревоги, кошмары. Я, со своей стороны, снова учился быть сыном, делить свою жизнь с кем-то. Верный стал нашим эмоциональным посредником. Когда она тревожилась, он подходил и тихо ложился рядом. Когда я чувствовал себя подавленным, он подходил и клал голову мне на колени. «Этого пса послал Бог», — говорила моя мать. «Он знал, что нам понадобится ангел-хранитель на 4 лапах». Я начал брать ее с собой в некоторые короткие рейсы. Ей нравилось смотреть на дорогу, наблюдать за пейзажами, разговаривать с другими дальнобойщиками на заправках, словно она наверстывала годы жизни, которые у нее отняли. Однажды днем мы остановились на той самой заправке, где я заправлялся в день нашей встречи. Тимофей, заправщик, был поражен, увидев нас вместе. «Кирилл Никитич, и та самая женщина, что вас искала. Тимофей, это моя мама, Любовь Дмитриевна. Вот эта история. Ваша мама несколько раз здесь появлялась, спрашивала о вас, говорила, что потеряла сына и ищет его очень давно». Моя мать улыбнулась. «Я его не теряла. Он был просто сохранен Богом до нужного часа.
Во время этих поездок она рассказывала мне больше подробностей о годах разлуки. Каждая история была кусочком пазла, который наконец-то вставал на свое место. Знаешь, Кирилл, были моменты, когда я думала сдаться. Особенно, когда я сильно заболела, и врачи сказали, что я никогда полностью не восстановлюсь. Что заставляло тебя продолжать? Молитва. Каждую ночь я молилась, чтобы Бог дал мне сил еще на один день. Всегда еще на один день. Я начал понимать, что вера — это не только вера в зрелищные чудеса, но и упорство, когда все кажется потерянным. Моя мать была живым доказательством того, что Бог вознаграждает настойчивость. «Мама, я хочу вернуться в Лебяжье. Хочу съездить на могилу деда Гордея. Хочу и у него попросить прощения». «Ему не нужно твое прощение, сынок. Он на небесах, молится за нас. Но мне это нужно. Мне нужно закрыть этот цикл. Тогда поедем вместе. Отвезем твоему деду цветы и расскажем, что мы снова вместе». В тот момент, глядя на свою мать, на верного, спящего на заднем сиденье, на дорогу, простирающуюся перед нами, я почувствовал глубокую благодарность. Не только за то, что я был с ней, но и за весь процесс, который привел меня к этому. Боль превратилась в мудрость, ярость, в понимание, бунт, в обновленную веру. «Спасибо, Боже», — пробормотал я тихо, «за то, что научил меня, что любовь сильнее любой разлуки». Верный открыл глаза и посмотрел на меня в зеркало заднего вида, словно соглашаясь с моей молитвой. Поездка в Лебяжье состоялась через 3 месяца после нашей встречи на трассе М5. За это время моя мать окрепла физически, а я морально подготовился к возвращению в место, где все началось. Мы выехали из Самары августовским утром, ехали медленно, наслаждаясь каждым моментом путешествия. Верный был в восторге, словно зная, что эта поездка имеет особое значение. Моя мать везла букет белых астр, которые она вырастила специально для могилы деда Гордея. По дороге она рассказывала мне истории, которые я забыл или никогда не знал. «Твой дед был очень мудрым человеком, Кирилл. Даже после того, как узнал, где я, он никогда меня не осуждал. Говорил, что Бог допустил все это для какой-то высшей цели. Какой цели он думал? Он говорил, что иногда Бог позволяет нам пройти через глубокие долины, чтобы мы могли помочь другим, кто находится в такой же долине. Что наша боль превратится в инструмент исцеления для других людей. Мы остановились пообедать в Пугачеве, на том самом автовокзале, где она впервые услышала мое имя 2 года назад. «Это было здесь», — сказала она, указывая на скамейку неподалеку. «Я сидела прямо там, когда услышала, как те мужчины говорили о дальнобойщике по имени Кирилл Соколов. Как ты поняла, что это я?» «Я не знала. Но мое сердце подпрыгнуло, когда я услышала полное имя. Словно внутренний голос сказал: «Это он. Это твой сын». Я посмотрел на эту обычную скамейку на обычном вокзале и понял, как Бог использует простые места для необыкновенных моментов. Когда мы приехали в Лебяжье, я был удивлен изменениями. Деревня разрослась, много новых улиц, зданий там, где раньше были дома. Но главное осталось прежним. Простота сельской жизни, гостеприимство людей, более медленный ритм жизни.
Сначала мы подъехали к дому, где я жил с дедом Гордеем. Это было простое строение, теперь в нем жила другая семья. Я остановил фуру напротив, и мы молча смотрели. «Сколько воспоминаний!» — прошептала моя мать. «Хороших воспоминаний», — ответил я. Дед был лучшим отцом, чем многие мужчины, у которых есть родные дети. Он любил тебя, как родного сына. Говорил о тебе с такой гордостью. Верный выскочил из фуры и начал обнюхивать двор, словно чувствуя следы прошлого. В окне появился мальчик и помахал нам. Я помахал в ответ, вспоминая, как сам был таким же любопытным ребенком. Кладбище находилось на окраине деревни, на возвышенности, в окружении высоких деревьев. Мы легко нашли могилу деда Гордея. Она была одной из самых старых, с простым деревянным крестом и металлической табличкой с его именем: Гордей Соколов, пастырь и раб Божий, 1920-1990. Моя мать опустилась на колени и положила цветы на могилу. «Гордей, я привела нашего Кирюшу домой. Он вырос и стал хорошим, работящим человеком, как ты всегда хотел». Я опустился на колени рядом с ней. «Дед, прости, что сомневался во всем, чему ты меня учил. Ты был прав насчет Бога, насчет веры, насчет того, что никогда нельзя сдаваться. Верный сел между нами, словно понимая торжественность момента. Дед, спасибо, что заботился о моей матери, когда она в этом нуждалась. Спасибо, что хранил тайну, пока я не был готов к правде. Мы пробыли там больше часа, разговаривая с ним, словно он мог нас слышать. Моя мать рассказывала о нашей нынешней жизни, о доме в Самаре, о планах на будущее. «Он гордится вами», — сказал голос за нашими спинами. Мы обернулись и увидели пожилую женщину, приближающуюся к нам. Я сразу ее узнал. Тетя Рая, старая соседка, которая ходила в церковь с дедом. «Кирюша, Боже мой, как ты вырос!» Она обняла меня с теплотой. «А вы, должно быть, Любовь Дмитриевна. Гордей так много о вас говорил. Вы меня знаете?» «Конечно, знаю. Гордей мне всю историю рассказал. Всегда говорил, что вы снова найдетесь». Тетя Рая пригласила нас на чай к себе домой. Во время разговора она раскрыла детали, которых даже моя мать не знала. Гордей никогда не терял веры в то, что вы воссоединитесь. Даже когда он был очень болен, лежал в больнице, он говорил: «Мой Кирюша найдет свою мать. Бог мне это уже во сне показал». Он видел во сне нашу встречу несколько раз. Рассказывал, что видел, как вы обнимаетесь на дороге, что рядом с вами собака, что это будет солнечное утро. Верный поднял голову, когда она упомянула собаку. Это не могло быть совпадением. «Тетя Рая, дед действительно верил, что моя мать жива?» «Не просто верил. Он молился за нее каждый день. У него была особая молитва, которую он произносил каждую ночь. «Господи, защити мою невестку, Любовь Дмитриевну, где бы она ни была. Дай ей сил продолжать жить, пока она не сможет воссоединиться с нашим Кириллом». Моя мать начала плакать. «Он молился за меня каждый день?» «Каждый день, доченька. Каждый день в течение 13 лет, до самой своей смерти». Я понял, что молитва была той невидимой силой, которая поддерживала мою мать в самые трудные моменты. Когда она думала сдаться,
Молитва деда Гордея поддерживала ее. «Он оставил кое-что для вас», — продолжила тетя Рая. «Письмо, которое он написал незадолго до смерти. Он попросил меня сохранить его и передать, если вы однажды найдетесь». Она пошла и принесла пожелтевший конверт, запечатанный, с нашими именами, написанными дрожащим почерком деда Гордея. «Мои дорогие Кирилл и Любовь», — начиналось письмо, — «если вы читаете это, значит, Бог исполнил свое обещание. Я всегда знал, что этот день настанет». Письмо продолжалось советами о прощении, о восстановлении отношений, о важности благодарить за благословения, замаскированные под трудности. «Кирилл, мой внук, не держи обиды за потерянные годы. Они не были потеряны, они были вложены. Каждый день страданий готовил вас к тому, чтобы ценить этот момент воссоединения. Любовь, моя дочь, ты была сильнее, чем ты думаешь. Твоя стойкость спасла не только твою жизнь, но и веру нашего Кирилла. Ему нужно было пройти через это путешествие, чтобы стать человеком, которого задумал Бог». Письмо заканчивалось благословением. «Да благословит вас Бог и сохранит вас вместе до конца ваших дней. Я буду молиться за вас с небес». Когда мы закончили читать, мы все трое плакали. Верный подошел и положил голову мне на колени, словно утешая. «Теперь вы в сборе», — сказала тетя Рая. «Гордей может покоиться с миром». 2 года прошло с того дня на трассе М5. Сегодня, когда я пишу эту историю, я могу с уверенностью сказать, что моя жизнь была полностью преображена так, как я никогда не мог себе представить. Моя мать, Любовь Дмитриевна, восстановилась удивительным образом. Хрупкая женщина, которую я нашел бредущей босиком по дороге, превратилась в сияющую, полную жизни и цели даму. Она с любовью ухаживает за нашим садом, готовит те блюда из детства, вкус которых я давно забыл, и каждый вечер мы вместе молимся перед сном. Верный стал центром нашей семьи. Кажется, он понимает, что был инструментом, который Бог использовал, чтобы подготовить нас к воссоединению. Когда мы возвращаемся домой после долгой поездки, он встречает мою мать с той же радостью, что и меня, словно он знает, что мы все одна семья, объединенная божественной любовью. Я полностью изменил свой подход к работе. Я по-прежнему дальнобойщик. Но теперь выбираю маршруты, которые позволяют мне чаще бывать дома. Моя мать иногда сопровождает меня в коротких поездках и стала своего рода талисманом для других водителей. «Никитич», — говорят мне они, — «твоя мама — это благословение. В ней есть мудрость, которая утешает душу». И это действительно так. Моя мать развила неформальное служение на заправках, разговаривая с одинокими дальнобойщиками, предлагая слова поддержки, молясь за разделенные семьи. Она превратила свою боль в инструмент исцеления, точно так, как предсказывал дед Гордей. Я снова стал регулярно ходить в церковь. Нашел христианскую общину в Самаре, где чувствую себя как дома. Когда пастор узнал нашу историю, он пригласил меня поделиться свидетельством. Это был первый раз, когда я публично рассказал о воссоединении. «Братья», — сказал я в то воскресенье, — «я провел 30 лет, веря, что Бог меня оставил. Но я обнаружил, что Он никогда не прекращает работать, даже если мы не видим Его руки.
Прихожане были тронуты. Многие подходили после, чтобы рассказать свои собственные истории о разлуке с семьей, о потерях, о надеждах, которые казались мертвыми. Моя мать стала могущественной заступницей. Она молится за каждого человека, которого мы встречаем, за каждую семью, нуждающуюся в восстановлении. Ее молитвы обладают особой силой, потому что они родились из реальных страданий. «Сынок», — сказала она мне однажды вечером, — «теперь я понимаю, почему все это произошло. Это было не наказание, а подготовка. Бог лепил нас для этого момента. Мы решили создать особый проект. Мы начали посещать психоневрологические диспансеры, приюты для бездомных, места, где мы находим людей, проходящих через те же страдания, с которыми столкнулась она. «Я знаю, что вы чувствуете», — говорит она им. «Я тоже была потеряна. Я тоже думала, что никогда больше не буду счастлива. Но у Бога есть план, даже если мы его не видим. Много раз мы возвращаемся домой с верным, неся в себе истории людей, которые нашли надежду через наше свидетельство. Словно наша встреча создала волны восстановления, которые достигают другие семьи. Я закончил выплачивать ипотеку за свой дом и купил соседний дом для матери, но она предпочитает оставаться в моем. «Дети не созданы для того, чтобы быть далеко от матерей», — говорит она, улыбаясь. «Мы создали священный ритуал. Каждое утро, прежде чем я уезжаю в рейс, мы вместе пьем кофе. Она рассказывает мне о своих снах, о своих молитвах, а я делюсь своими планами на день. Верный сидит между нами, как официальный член семьи. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, сынок?» «Знаю, мама. И ты знаешь, что я тебя люблю?» «Я всегда знала. Даже когда ты был далеко, я всегда знала. Эти утренние разговоры стали для меня священными. Это моменты связи, которые компенсируют все потерянные годы. Недавно нам позвонили. Женщина из Екатеринбурга увидела наше свидетельство в интернете и хотела нашей помощи. Она искала сына, которого потеряла 15 лет назад при похожих обстоятельствах. «Вы можете помочь нам снова обрести надежду?» — спросила она. Моя мать взяла мою руку. «Конечно, можем. Бог не творит чудеса только один раз. Мы начали помогать другим семьям в ситуациях разлуки. Ничего официального, просто делимся своим опытом, предлагаем молитву и эмоциональную поддержку. Удивительно, как наша история находит отклик у стольких людей. Сегодня, когда я еду по трассе М5, я всегда вспоминаю то утро, которое все изменило. Я останавливаюсь на той же заправке, где заправлялся дизелем. Здороваюсь с Тимофеем, который уже стал другом. Он всегда спрашивает о моей матери. Она в порядке, слава богу. Вот это история, Кирилл Никитич. Доказательство того, что Бог никогда не сдается. Иногда, когда я один на трассе, я разговариваю с дедом Гордеем. «Дед, спасибо, что никогда не терял веры. Спасибо, что молился за нас все эти годы. Я чувствую его присутствие, его одобрение, его радость от того, что мы нашлись. Верный постарел, но по-прежнему остается нашим верным спутником. Он научил нас, что безусловная любовь существует, что преданность может преодолеть любые трудности. У моей матери все еще есть шрамы прошлого,
но они превратились в знаки победы. Она не скрывает свою историю. Она использует ее, чтобы показать, что Бог может восстановить все, исцелить любую рану, воссоединить любую семью. «Кирилл», — сказала она мне вчера, — «я бы ничего не изменила из того, что мы пережили. Потому что вся эта боль привела нас сюда. Я полностью согласен. Разлука научила нас ценить единение. Потеря научила нас ценить то, что у нас есть. Страдание научило нас быть сострадательными к другим, кто страдает. Сегодня, когда я смотрю на свою мать, ухаживающую за садом, на верного, бегающего по двору, на наш простой, но полный любви дом, я чувствую благодарность, которую не могу выразить словами. Бог превратил нашу историю покинутости в свидетельство восстановления. Он превратил нашу боль в инструмент исцеления. Он превратил нашу разлуку во встречу, которая прославляет Его имя. Спасибо, Господи. Молюсь я каждую ночь за то, что никогда не сдавался, за то, что срежиссировал это чудо в идеальный момент, за то, что доказал, что любовь сильнее любого расстояния. Меня зовут Кирилл Никитич Соколов, и это история моей жизни. Это наша история. История веры, прощения и восстановления. Доказательство того, что Бог никогда не оставляет своих детей, даже если они оставляют Его. И главная демонстрация того, что никогда не поздно начать все сначала. Простить и любить.